Раиса Ивановна Воронова родилась 1 июня 1950 года в деревне Еланка Хангаласского улуса. В 1976 году окончила биологическое отделение биолого-географического факультета Якутского государственного университета. Свою трудовую деятельность Раиса Ивановна начала в 1970 году в должности лаборанта. С 1987 года была заведующей учебной лабораторией неорганической химии. Раиса Ивановна обеспечивает лабораторно-практические занятия, принимает участие в разработке методических рекомендаций, пособий и демонстрационных опытов на лекциях. Раиса Ивановна Воронова внесла огромный вклад в развитие и укрепление материально-технической базы кафедры. Кроме того, она помогает студентам в проведении экспериментов при выполнении курсовых и дипломных работ. В 1999 году Раисе Ивановне присвоили звание «Лучший сотрудник учебно-вспомогательного персонала биолого-географического факультета». В 2008 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Раиса Ивановна Воронова – ответственный и компетентный сотрудник, хороший организатор, добрый наставник и помощник молодым коллегам. Я родилась в 50-м году в деревне Еланка. Школу закончила в 1968 году Болгунехтатскую среднюю школу. И вот нам на банкете вручили комсомольские путевки школа производства ВУЗ. Того времени все вот из класса в класс как-то выходили на работу, помогали своему совхозу. И вот мы всем классом стали работать, остались работать на 2 года Болгунехтат, село Болгунехтат. А я поехала в свою деревню, летом проработала я там на сенокосе, осенью меня бригадир говорит: ну, Раиса, поедешь ты в Улаханан со своей подругой Галиной Бурнашовой, одноклассницей, и будешь ты там работать телятницей. Ну, как-то я смело собралась, и мы поехали работать туда телятницей. Проработала я 1,5 года, и через год, где вот уже 2-й год пошел, жила у тети, училась на подготовительных курсах, биология, химия. Решила я быть, как-то вот с детства я мечтала быть химиком. Мне очень нравилась учитель химии, я представляла себя вместо ее, летала в облаках, мечтала вот быть химиком. Вот мои детские школьные мечты сбылись. Я до сих пор вот работаю на общей химии, на отделении химическом. Так я поступила в 70-м году в ЯГУ, по конкурсу не прошла, и я решила забрать документы, спускаясь в главном корпусе по лестнице, там, ну, расстроилась, расплакалась, и видит меня, встречает вахтерша, и почему-то я ей понравилась, или что: девочка, ты почему идешь, плачешь? Я говорю: по конкурсу не прошла, в списке меня нет. И, ну, тихо говорю, говорили мне школа производства ВУЗ, а вот все, только сдашь все экзамены положительные, и ты поступишь. А я не поступила. Она вышла, почему-то меня взяла за руки и говорит: ты, говорит, покажи документы. Вот мои документы, вот я забрала. Ты иди, говорит, к ректору. И все скажи вот так вот, что ты не поступила. Ректор, значит, думаю я про себя, это самый главный. И она мне сказала: проспект Ленина, 33, иди туда. Я и пошла. Нашла ректора, приемную, смотрю, никого нет приемной, а я открыла дверь, зашла, а там какое-то было зачисление, наверное, первокурсников, народу много,
стоит в сером костюме ректор, такой красавец, ой, ну это настоящий ректор. А он, конечно, без стука, без ничего я зашла. Говорит, кто это такая, почему, ну, кто вы? А я поздоровалась, здравствуйте. Я говорю, вот абитуриент, поступала вот туда-то, БГФ, и вот я по конкурсу не прошла, сказали, что школа производства ВОЗ, вне конкурса все идете, а я не поступила. И он серьезно мне говорит, вот эту девочку Афанасий Афанасьевич зачислить на заочное обучение. Ой, ну и я тут же, вот выходите, говорит, все, с вами вопрос решен. Правда, я заочный отдел нашла, сдала документы, довольная, прямо аж как будто я в небесах летаю. Поступила же я, поступила на заочное, ну поступила. Старший брат приехал и говорит, давай, я ему рассказываю, я поступила на заочное обучение, мне сказали найти работу. И говорит он, давай, я говорю, у нас же двоюродный брат Филиппов Леонид Матвеевич, мы к нему сходим, он нас проконсультирует. Ну, пошли к вечерам к ним в гости. И он говорит, Раиса, я тебя устрою в университет, у меня есть знакомые, как раз, говорит, там искать, ну, секретарь или кого-то там надо было. Я, говорит, договорюсь. Он сопровождал, конечно, учебную часть завел. Он меня, здравствуйте, прошла я туда. И говорит, ну давайте пишите заявление. Отдел кадров звонит и говорит, Николай Николаевич, на какую ставку вот эту девочку оформим? А он пишет там, говорит, ну, есть, говорит, ставка конюха. А я не поняла в университете, как ставка конюха. Я же секретарем хотела, вроде бы про себя думаю, а вслух не говорю. Она такая-то женщина строгая такая, говорит, ну пишите ректору Попову, прошу зачислить меня конюхом. Я говорю, я же только вышла, вот с района приехала, телятницей проработала. Зачем, говорю, это? Мне не надо, говорю, конюшней работать. Я хочу секретарем или кем-нибудь. Ага, а она говорит, вот девочка, говорит, не хочет конюхом устроиться, еще какая ставка? И говорит, из стопника. Я говорю, здрасте, еще лучше, мне надо работать котельной, что ли? Ну, мне бы девочки юные объяснили бы, вот это 18-летняя, сказали, вот ты будешь оформляться только, а будешь работать в кабинете где-то сидеть. Ну и вот она объяснила мне потом, я плачу, я не могу писать заявление. И вот наконец-то написала, она догадалась, кажется, сказала мне так вот, пойдешь в главный корпус Коростелевой Валентине Семеновне политэкономии, научишься там напечатать на пишущей машинке. Это было 70-й год. Это же не теперь компьютер, реализация такая. А тогда было на пишущей машинке, учиться надо. Я печатала, училась. Политэкономия, там народу полно. Она меня научила, как здороваться, быть вежливой, прямо как печатать статьи, вот и протоколы как печатать. Я там научилась все вот об этом, как вот себя вести даже. Она какая-то моя учительница. Она пожалела, наверное, в деревне приехала девчонка, такая несмелая, скромненькая. И вот. Потом через какое-то время меня та же Степанова Светлана, Надежда Ивановна приглашает обратно. Ты, говорит, только к ним привыкла, политэкономии, там кафедра была, там очень много мужчин, преподавателей. И вот она приглашает обратно в учебную часть, вот и все, ректоратом я совсем связалась. Работала, меня устроили там секретарем по учебной работе проректора. Да, это очень серьезная должность, я вот иду, вот и, ну, очень послушная, очень такая исполнительная была я, поэтому меня все полюбили,
Прямо Раечка, Раечка. И я же научилась документы оформлять. Все. Там советы шли, и 7 факультетов в то время было. И вот я постановление, вот это срочно мне надо было печатать. Раньше печатали это через копирку, и по 5, по 6 экземпляров, и надо печатать на пишущей машинке. Ага, это все время, надо вовремя это все исполнять. Вот из-за этого, наверное, из-за того, что я исполнительный, ну, от и до сидела, ни одну минуту, ни раньше, ни позже не приходила. Ну, вот так вот я в учебной части. И заочно вот до 3-го курса я работала у Ивана Михайловича Брюханова. И вот он, ну, мне надо же по специальности, на 3-м курсе он говорит: Раиса, говорит, я тебя на свою кафедру возьму, на кафедру общей химии. Это получается, когда вы уже учились да, студенткой, да. там уже... А можете немножко рассказать о Иване Михайловиче Брюханове? Ну, Иван Михайлович Брюханов одновременно, он, оказывается, был заведующим кафедры этой, был заведующим, да? Долгое время он заведовал. Ну, он такой, как сказать, меня совсем не ругал, ничего, никаких замечаний не давал. И, не знаю, я боялась, это же проректор, это же совсем я высоко ценю. И вот от и до я работала, старалась. Вы же, кроме Ивана Михайловича Брюханова, работали еще с другими нашими профессорами, которые сейчас все мы помним. Расскажите о них тоже. Ой, это... Ну, тогда и как ее, я очень любила, мне она нравилась, ее обаяние. Этот Крылова Татьяна Ивановна, это в ректорате еще. Она была проректором по научной работе, ну, такая тоже умничка, профессор. Мы очень ценили, мы даже боялись, вот сдалека вот смотрели, наблюдали ее, как она одевается. И духи нравились прям, ой, Татьяна Ивановна, немножко, вот зайдешь, прям аж вся довольная выходила. Оттуда все равно обслуживали мы ее. А на кафедре химии очень, как ее преподаватели, это Павлова Анастасия Ивановна. Это Верховодова Лидия, отчество забыла, вот, очень хорошие преподаватели. Иван Михайлович сам по себе красавец. И Осокосток Дмитрий Николаевич тогда был молодой, энергичный, он за порядком за нами следил только так. Все, чтобы работа была идеально подготовлена нами, лаборантами. Очень хорошо. Я вместе работала с Гавриловой Светланой Семеновной. Но все так в то время были очень молодые, эти преподаватели. Вот они за 50 лет, и я сама же ведь уже не молодая. Тогда кафедра называлась общей неорганической химией, правильно же, да? Да, общая аналитика. Получается, достаточно молодой кафедрой была. Тогда и аналитика, и методика преподавания химии мы были все вместе. И называлась наша кафедра общая неорганическая химия. Вот потом уже отпочковались. Ага. Ну вот вы рассказали о том, как строилась работа в университете вот в начале вашей карьеры. Что вы хотели бы сохранить сейчас? Что я хотела сохранить? Но ответственность. Главная ответственность. Но я только по своей работе, я не могу глобально вам сказать, ответственность в своей работе, чистота, порядочность. Вот это. Да, Да. это действительно Ага. стало университетского Да. это ответственность прежде всего. Да. И еще меня интересует такой вопрос, да? Чем вам интересна ваша работа? Ой, я свою работу, я же вам до этого говорила, я со школьной скамьи мечтала. Я сразу любила как-то вот
я до сих пор, мне нравится готовить. И мне нравится даже вот это, говорится, ну, говорим, ядовитые растворы, вот надо в перчатках. Я вот перчатки не любила одевать. Я любила вот ощущать своей рукой какой-то химреактив, где-то черпаешь, где-то вот этим шпателями. Вот я вам как объяснить, вот, я люблю свою работу, мне нравится. Мне нравится. Дмитрий Николаевич говорил, много раз говорил, он меня хотел по часовиком преподавать. Вот мне нравится работать лаборантом. Я помню, что в 1993 году, когда мы открыли химическое отделение, то встал вопрос о лабораторном практикуме, потому что когда идет подготовка специалистов по такой фундаментальной дисциплине, как химия, то, конечно, практикум совершенно другой. И выбор пал на Раису Ивановну, так как у нее уже был наработан большой опыт. Она к нам пришла совсем молоденькой девушкой, и уже к тому времени все лабораторные работы, конечно, знала, как говорится, наперечет. И вот поговорив со своими коллегами перед этой встречей, я узнала очень интересный факт такой, что запас реактивов был, конечно, очень скудный. Даже, можно сказать, бедный, потому что самые такие необходимые реактивы, конечно, были. И, оказывается, Раиса Ивановна ходила по аптечным складам, по институтам, и, значит, находила, договаривалась. А это еще требовало иногда оплаты через бухгалтерию. Это, конечно, требовало много сил, беготни. Но Раиса Ивановна, как человек ответственный, она с этим всем справилась. И сейчас уже, когда мы перешли работать уже много лет в этот корпус, учебный процесс уже идет, конечно, как должным образом. Если так подумать, почему Раиса Ивановна такой человек, мне кажется, это исходит еще из того, в какой семье она росла. Она родом из знаменитой деревни Еланка. Вот. Папа ее участник войны Иван Иванович Соколов. И он был председателем колхоза. Его отмечали очень многократно как человека тоже очень ответственного. Колхоз – это же много-много организационной работы. И он тоже хорошо справлялся с этими обязанностями. Семья была большая, трудолюбивая. И вот эти качества в Раисе Ивановне, конечно, и до сих пор. В общественной жизни, я помню, в 1975 году у нас был большой фестиваль в университете, где мы поставили большой-большой концерт. Ну и Раиса Ивановна, естественно, там со всеми с нами также в хоре участвовала. И весь факультет был такой, в общем, с энтузиазмом отнесся. И мы какую-то сценировку там ставили. И во всем этом, конечно, Раиса Ивановна участвовала. И вот сейчас, по прошествии стольких лет, она одна из опытнейших наших, конечно, самый опытный и самый старший работник, лаборант, потому что роль практикума очень большая. Это нужно все подготовить тщательнейшим образом, чтобы все опыты получились так, как надо, чтобы, потому что какой-либо срыв, он уже не имеет того отклика у студентов. И поэтому, конечно, это играет громадную роль. Раиса Ивановна Воронова, я ее знаю давно. В свое время, когда я училась тоже в университете, это где-то в 85-87 годах, она была тоже лаборантом. И я хотела бы отметить, что студенты ее очень любили, потому что она всегда была очень добрая, очень хорошо к нам относилась. А теперь мы с ней вот коллеги. К каждому занятию она готовит растворы определенной концентрации, чтобы опыты всегда получались. И вот никогда не было случая, чтобы у нас вот на занятиях опыты не получались. Я люблю студентов, и они меня также любят. Я свободно захожу в начале занятий до прихода преподавателя и говорю, вот сегодня такая тема, очень осторожно, соблюдайте чистоту,
по своей работе только я. Технику безопасности соблюдайте, на вытянутые руки работаем, не капаем, вот куда, под тягой работаем, если кислоты или что. Все время вот так вот. И в конце занятий тоже заходила. Ну, как вы посуду вымыли, не вымыли, порядок наводим, чистоту. И говорю, 4-5 пробирок, мне же не надо 25 пробирок помыть. Давайте перед вами вот 4 пробирки, сполосните, вымойте, чистоту, порядок. Я всегда с ними работаю. Понравилась ли работа, я спрашиваю. Какая была тема, какие опыты понравились, еще можете повторить. Ой, они меня любили. Я их взаимно люблю. Я без студентов не могу жить, потому и я до сих пор работаю. Ваши пожелания университету? Я очень благодарна своему заведующему Петровой Наталье Николаевне. Это она меня держит. Своему директору поддержка большая, Василий Егорович. Спасибо им, что я вот до сих пор я работаю. Ну и, конечно, ректору. И самый главный он, да, Анатолий Николаевич. Это бывший мой студент. Вот так что Спасибо вам спасибо. большое.